День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Внимание всего мира на этой неделе приковала встреча Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем в Пекине. Целью визита была так называемая сверка часов двух государств. Параллельно с этим в Харбине прошло юбилейное 10-е российско-китайское экспо. В масштабном мероприятии приняли участие 16 регионов России, в том числе Якутия. Строительство Ленского моста вступает в сложнейший технологический этап. Началась подготовка к масштабной речной операции по выводу в русло первого кофердама. Сегодня в виртуальный формат ушло все от развлечений до образования. Исключением не стала и медицина. Расскажем, как цифровизация меняет жизни и врачей, и пациентов Якутии. Танец, спорт, весна. Под таким лозунгом в столице республики прошел республиканский фестиваль по танцевальному спорту. На этой неделе внимание всего мира приковала встреча Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. Целью визита была так называемая сверка часов двух государств. При этом российская делегация примерно в 3 раза превосходила по численности китайскую. О том, каких договоренностей удалось добиться, узнаем в следующем сюжете. Впервые на площади Тяньаньмэнь в Пекине зазвучали подмосковные вечера. Композиция в исполнении военного оркестра была исполнена для главного ее слушателя – президента Владимира Путина и российской делегации. Количество визитов хозяина Кремля в Поднебесную уже превысило 20 раз. Такая длительная история переговоров свидетельствует об одном – Китай – наш давний и главный партнер. Господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников, через правительство. Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне. Россия и Китай против гегемона отдельных государств, а сотрудничество Москвы и Пекина основано на принципах равноправия, взаимного учета интересов, дружбы и добрососедства, подчеркивает Путин на переговорах. И это сотрудничество необходимо укреплять, отвечает Си Цзиньпинь. Мы с президентом Путиным единогласно одобрили продление действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые нами с президентом Путиным договоренности и в полной мере использовать исторические возможности, чтобы укрепить фундамент взаимного доверия между странами, обогатить качество сотрудничества и расширить дружбу. По итогам переговоров Путин и Си подписали 2 ключевых документа – совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа и совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства. Последнее насчитывает почти 10 тысяч слов и содержит подробное описание планов на ближайшую перспективу. В общей же сложности делегации подписали порядка 40 различных документов, затронули как внешнюю торговлю, так и образование. И в России, и в Китае хорошо понимают, что качественное образование формирует основу для развития личности и всего общества, для самореализации и профессионального роста людей. Иначе немыслим экономический прогресс, невозможно создать по-настоящему сплоченное, сильное и подлинно суверенное государство. Свыше 66 тысяч китайских студентов обучаются на языковых курсах в России. В свою очередь, из года в год растет число российских граждан, занимающихся китайским языком. Сейчас это более 100 тысяч человек.
Доказательством эффективности такого перекрестного образования стала встреча Владимира Путина с китайским инженером Пэн Паем, который проходил обучение в Москве. Интересный факт. С мужчиной глава российского государства уже виделся однажды, в 2000 году, когда Пэн Пай был еще ребенком. Встреча прошла по-отечески. Пэн рассказал президенту о своем обучении, назвал российскую столицу своим вторым домом и признался, вторая встреча с Путиным для него стала неожиданностью, поэтому он пребывает в мифическом состоянии, более удивительном, чем в любом фантастическом фильме. Я очень рассчитываю на то, что наши встречи будут продолжаться, будут новые возможности на них, и чтобы наши китайско-российские связи продолжались, и чтобы как можно больше наши компании участвовали в развитии России. На прощание инженер подарил Путину винный набор «Пение птиц» с ручной росписью «Красная слива и бамбук», произведенный на заводе Юншен и выпускавшийся в 70-80-х годах прошлого столетия. Изделие, несмотря на хрупкость, отличается долговечностью и стойкостью. Весьма символично, учитывая, что механизм российско-китайского сотрудничества уже 30 лет показывает свою эффективность. Сарглана Неустроева, Мичел Корякин, Пекин. Между тем, Поднебесная продлила безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане России с обычными паспортами смогут выезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, а также для обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы. Такое решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией. Россия же, в свою очередь, также продлит безвизовый режим для китайских граждан на 2027 год. Параллельно с этим в китайском Харбине прошло юбилейное 10-е российско-китайское экспо. В масштабном мероприятии приняли участие 16 регионов страны, в том числе Якутия. Самое важное с полей форума собрала воедино наш корреспондент. 4500 квадратных метров. Именно такую площадь в этом году заняла российская экспозиция на 10-м российско-китайском экспо. Свою продукцию, проекты представили 250 предприятий из 16 субъектов страны. Каждый регион подготовил эксклюзивный выставочный стенд, демонстрирующий его экономический и инвестиционный потенциал. Экспозиция Якутии разместилась по соседству со стендами Хабаровского края и Амурской области. В текущем году масштабное деловое событие прошло под девизом «Доверие, сотрудничество, взаимная выгода». Делегацию Якутии возглавил глава республики Айсен Николаев. В рамках форума он представил проект создания международного транспортного коридора Мохэ-Найба, который может заменить Суэцкий канал и Транссиб доставки грузов из Китая. Из Китая через Россию до Северного морского пути и дальше на Западную Европу. Я считаю, что это дает нам новый импульс для дальнейшего сотрудничества. В ходе экспо был также заключен ряд важных соглашений. К примеру, Республика Саха-Якутия и провинция Цзянси подписали план совместных мероприятий. Данный документ стал логическим продолжением соглашения о дружественных связях, заключенного между регионами 2 года назад, и знаменует переход к практической реализации намеченных проектов. План совместных действий рассчитан на период с 2026 по 2028 год. План подразумевает широкий спектр направлений для сотрудничества. Это и вопросы образования, культуры, науки и технологий. Также в этом плане мы предусмотрели сотрудничество между нашими муниципальными образованиями. К слову о муниципальных образованиях. В рамках Экспо прошел 3-й международный форум Якутия и провинции Китая, направленный на укрепление побратимских связей между муниципалитетами. На сегодняшний день уже 19 муниципалитетов Якутии установили побратимские связи с 23 территориальными образованиями Китая, от уездов до крупных городских округов, и это далеко не предел. Сразу 4 города-побратимов Поднебесной насчитывается у Хангаласского улуса. С 3 из них заключены договора о намерениях, а с городом Дуннин провинции Хэйлунцзян действует полноценное соглашение о побратимстве. Во время визита в Харбин глава района Сергей Гребнев провел встречи с китайскими коллегами и договорился об их ответном визите в Якутию. Сегодня прошла встреча с мэрией города Джинцзянзе. Это провинция Хунань. Согласно предварительного соглашения, мы пригласили их на наш национальный праздник Исэх 21 июня, который будет проходить в местности Ортодайду.
Сегодня подтвердили то, что приглашение получено, и мы покажем наши красоты и просторы нашего великого Хангаласского улуса. Кроме этого, в рамках Экспо обсудили сохранение белого журавля стерха. Для народа Саха это редкая перелетная птица – символ счастья. Но не меньшую ценность она представляет и для жителей Поднебесной. Как оказалось, стерх зимует в провинции Цзянси на живописном озере Паянг на территории одноименного природного заповедника. Его руководство также приехало на Экспо. В павильоне Якутии они встретились с представителями нацпарка «Ленские столбы», под управлением которого находится нацпарк «Каталык», и обсудили трансграничную охрану белых журавлей, спутниковый мониторинг и взаимные визиты. К диалогу также подключились представители власти обоих регионов и китайские ученые-экологи. Мы хотим, чтобы продвигать наши отношения между Китаем и Россией через охрану белых журавлей. Да. Значит, белые журавли – это мост дружбы между Китаем и Россией сейчас. Символичным моментом совещания стала торжественная передача скорлупы яйца стерха. Вскоре она станет новым экспонатом в музее заповедника озера Паянг. Это яйцо стерха, настоящее. Юбилейная Экспо в Харбине еще раз подтвердила, что партнерство Якутии и Китая давно переросло рамки обычного соседства. Связи между регионами укрепляются на всех уровнях, от крупных инфраструктурных проектов до защиты редких птиц. Общий вектор движения в сторону Поднебесной очевиден, и впереди у сторон большая практическая работа по реализации всех намеченных планов. Виолетта Засимова, Якутия день за днем. Между тем, республика рассматривает возможность сотрудничества с китайской государственной корпорацией China Film Technology в рамках создания многофункционального кинопавильона полного цикла в Якутске. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Создание современной производственной площадки позволит расширить возможности якутской киноиндустрии и станет одним из ключевых элементов развития креативной экономики Дальнего Востока. После ввода объекта здесь планируют выпускать до 40 полнометражных фильмов ежегодно. Китайская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве и готовность оказывать консультационную поддержку при проектировании и оснащении будущего павильона. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия день за днем». Мы продолжаем. В республике продолжают следить за прохождением ледохода и паводковой ситуации. Так, например, в Намском районе к мониторингу подключили беспилотный комплекс. Как современные технологии помогают контролировать большую воду, узнаем из следующего сюжета. Внимание! Вот! Орлан-10 – один из самых автономных дронов, которые сегодня используют сотрудники МЧС. Аппарат способен находиться в воздухе до 10-16 часов, вести фото и видеосъемку в режиме реального времени и обследовать десятки километров береговой линии, даже в труднодоступной местности. К нам на вооружение он поступил в 2024 году. А в 2024 году всего 3 комплекса поступило на вооружение МЧС России. Из них один у нас, второй в Амурской области и третий в Красноярском крае. Он на бензиновом двигателе, на 5 литрах бензина, топлива. На заправке он может до 8 часов непрерывно работать. При этом он может от станции управления на базе КАМАЗа с него на радиусе 120 километров в онлайн транслировать видео, фото с борта. К слову, в самом КАМАЗе оборудована целая мобильная лаборатория. Станции операторов, сервера обработки данных, системы связи и антенны для приема сигнала с беспилотника. Именно отсюда специалисты в режиме реального времени отслеживают движение ледохода, состояние береговой линии и возможные заторы на реке. Полученные данные помогают оперативно принимать решения от предупреждения жителей до переброски дополнительных сил спасателей в потенциально опасные районы. Сейчас летим в сторону Тумула. До Тумула 8 километров осталось. Высота 300. Сейчас будем дальше набирать высоту потихоньку. Здесь показывается у нас скорость беспилотника. Это у нас по GPS 52 километра в час он летит.
это воздушная скорость. Это означает то, что воздушная скорость больше, чем GPS-ная. Это означает то, что он против ветра сейчас летит. Между тем, в Намском районе сохраняется напряженная ситуация с половодьем. Подтоплены дворовые территории в 4 селах. Для ряда школ организовали дистанционное обучение. Более 70 жителей села Партизан эвакуированы из-за угрозы подтопления. Спасатели ведомства и региональной службы спасения продолжают берегоукрепительные работы, оказывают адресную помощь населению. Для оценки ущерба от весеннего половодья работают комиссии. Между тем, уже в ближайшие дни прогнозируют вскрытие северных рек. Круглосуточный мониторинг прохождения паводка продолжается. Петр Васильев, Нюргена Романова, Иннокентий Кривошапкин, Намский район. В зоне особого внимания река Колыма, ледоход на водной артерии проходит по территории Верхнеколымского района. Традиционно под затопление попадает взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка. В режиме ожидания 2 рабочие группы под руководством начальников МЧС России по Якутии об этом сообщили на заседании комиссии по ЧС во главе с ее председателем Айсеном Николаевым. Также внимание уделяется реке Лени, где ниже поселка Сангар образовывались ледяные заторы. Руководителям региона дано поручение по отслеживанию ситуации, в случае чего произведению подрывных работ. С целью координации действий органов управления сил на территории Республики Саха-Якутия продолжают работу 3 межведомственные оперативные группы Главного управления. Это оперативная группа «Лена» по территории центральной части Якутии и по реке Лена. И также 2 оперативных группы «Колыма-1», «Колыма-2». Это в городе Среднеколымске и в населенном пункте поселок Зырянка. На сегодняшний день также в составе 46 человек, 13 единиц техники, 2 воздушных судна МЧС России и 4 беспилотных авиационных системы. Каскад Вилюйских ГЭС приступил к холостым сбросам. Начался ответственный этап прохождения активной фазы весеннего половодья. Подробности в следующем сюжете. На каскаде Вилюйских ГЭС начался ответственный этап пропуска весеннего половодья. Учитывая развитие половодья по многоводному сценарию, специалистами принято важное решение открыть сегментный затвор водосброса для холостых сбросов воды из водохранилища. Этот шаг, согласованный с межведомственной рабочей группой по регулированию режима водохранилищ Вилюйского каскада и Ленским бассейновым водным управлением, призван обеспечить безопасность гидротехнических сооружений при прохождении половодья. Регулирование режима Вилюйского водохранилища осуществляется на основании правил использования водных ресурсов и регламентируется указаниями Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. В этом году, по условиям обеспечения безопасности гидротехнических сооружений мы открылись 18 мая. И эти холостые сбросы планируем осуществлять примерно до 5 июня. Холостые сбросы позволят сдержать рост уровней воды, предотвратить переполнение водохранилища и исключить недопустимое воздействие на гидротехнические сооружения напорного фронта гидроузла. Сейчас суммарный расход через гидроузел Вилюйских ГЭС-1 и 2 составляет около 1800 кубических метров в секунду. Это обычная величина сбросов для данного периода. С 6 июня планируем продолжить сбросы, но уже в качестве навигационных попусков для обеспечения судоходства в нижнем течении реки Вилюй, которые будут продолжаться примерно до 20 июня. С учетом времени добегания, таким образом мы обеспечим судоходство примерно до 25-26 июня по реке Вилюй. Гидрологическая обстановка находится под неусыпным контролем. Режим сбросов будет корректироваться в реальном времени, исходя из динамики половодья и фактических показателей притока воды. Энергетики непрерывно работают, чтобы гарантировать бесперебойное и безопасное функционирование Вилюйского каскада, обеспечивая стабильное энергоснабжение региона. Анна Васильева, Мирный. Строительство Ленского моста вступает в сложнейший технологический этап. Началась подготовка к масштабной речной операции по выводу в русло реки первого стального кофердама для устройства фундамента опоры вантовой части перехода. Для установки конструкции на глубину до 8 метров ниже дна реки ведутся углубительные работы. Всего в речной операции планируют привлечь около 20 единиц буксирно-баржевого флота. На площадке создана вся необходимая инфраструктура, возведена первая опора левобережной эстакады, изготовлено 208 свай из 920 проектных.
полностью завершили сборку 2 из 3 кофердамов. В новую летнюю навигацию этого года с изменениями. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях готовится к открытию сезона. На 2 берегах идут работы по благоустройству. Что остается сделать до старта навигации, узнаем из следующего сюжета. Работы по благоустройству одной из главных переправ начались с понедельника. Несмотря на увеличение уровня воды в районе Дарглах и на отсутствие электричества, работы по облагораживанию ведутся на постоянной основе. В данный момент идет интенсивная подготовка береговой инфраструктуры, значит, и в Якутске, и в Нижнем Бестяхе. Соответственно, монтаж шлагбаумов, светофоров, которые на зимний период находились на консервации, выравнивание полос движения для автомобильного транспорта и подготовка причальных сооружений, то есть самих причалов. Для этого завезено уже инертные груза, скальный грунт, значит, который будет использоваться, потому что причалы, те, которые были под водой, они, в общем-то, сейчас мягкие, размокшие, их нужно будет укреплять уже твердым грунтом. Главным изменением в нынешней навигации стало увеличение количества полос в накопителях. Их стало больше как в Якутске, так и в Нижнем Бестяхе. Так, в столице республики их число прибавилось на 2, на другой стороне на 3 полосы. Это сделано для того, чтобы автомобили не стояли на обочине, а ждали своей очереди в самом накопителе. Ну а пока продолжается работа по ремонту самих паромов. Практически 90% флота уже готовы, остались только небольшие формальности, там регулировка, предъявление контрольно-надзорным органам. Ну а так в целом, да, теплоходы готовы, экипажи готовы, все настроены на хорошую работу. Уже в ближайшие дни будет совершен первый пробный рейс в этом году по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Все будет зависеть от наличия оставшегося льда на реке. В первое время на линию выйдет 7 паромов. Но в жаркий сезон их станет 14. Режим перевозки автотранспорта не изменился и остался, как и годом ранее, с 5 утра до 12 ночи. Сегодня уже по реке Лена идет редкий ледоход. Сегодня мы в районе городского округа города Якутск, Хангаласского района, Усалданского района уже изучаем вопрос о работе паромных переправ. Ну и паромы мы где-то планируем числа 25-26 уже первые рейсы совершить. Госкомцен Якутии утвердил цены на нынешнюю навигацию. По сравнению с прошлым годом стоимость проезда легковушки увеличилась на 12%. Для грузовых машин и спецтехники подорожание составило 5%. Так, цена для легкового автотранспорта составит от 1390 рублей до 1920 рублей. Для больших грузов от 2230 до 5000. Мотоциклисты и мотороллеры заплатят за своих железных коней 380 рублей. За переправу людей, отметили в ведомстве, перевозчики вправе сами устанавливать цену за билет. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. С наступлением теплого времени года в Якутии возрастает риск возникновения лесных пожаров. Одной из главных причин становится неконтролируемое выжигание сухой травы. Министерство экологии и природопользования лесного хозяйства республики напоминает о действующих запретах и суровой ответственности за их нарушение. Согласно закону, на землях сельскохозяйственного назначения, в населенных пунктах и на участках, примыкающих к лесам, запрещено выжигать сухую траву, стерни и пожневые остатки, сжигать хворост, лесную подстилку и другие горючие материалы без специальной противопожарной полосы. Но между тем в Ленском районе начался сезон клещей. Первый укус зафиксировали 9 мая. За 3 недели активности клещей в больницу обратилось 18 человек, из них 3 – дети. Большинство случаев произошло на дачных участках и в личных огородах, остальные – во время отдыха на природе. Из 18 обратившихся только 4 были привиты. 9 человек не имели прививок, но после укуса получили иммуноглобулин. 17 клещей, снятых с пострадавших, уже направлены в лаборатории для исследования на наличие возбудителей. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем.
В Алданском районе завершается отопительный сезон. В целом он прошел без критических ситуаций, хотя многие сомневались, что муниципальному предприятию «Теплоэнергосервис», образованному летом прошлого года, удастся это сделать. Местный ТЭС доказал свою дееспособность и уже приступил к ремонтной программе объектов теплоснабжения. Подробности в следующем сюжете. Первый блин оказался не комом и даже привлекательным на вид. Впрочем, замес теста на внутренней кухне развивался непросто. Летом прошлого года в Алдане было образовано муниципальное предприятие «Теплоэнергосервис», которое взяло на себя функции основной теплоснабжающей организации в Алданском районе. На скудной производственной базе новому предприятию было необходимо подготовиться к отопительному сезону 25-26 годов. Задачу удалось решить благодаря профессионализму коллектива и непосредственному участию руководства района. Большое, действительно искренне от всего сердца спасибо нашему учредителю, главе района Александру Викторовичу Шестопалову, потому что они совместно с правительством республики положительно решили этот вопрос, что не может не радовать меня и всех наших сотрудников в плане понимания того, что теперь работы нам предстоит еще больше, твердой и уверенной, реализуя полученные средства, направленные на деятельность предприятия. Отопительный сезон еще не завершен, а МУП ТЭС уже начал ремонтную программу по подготовке к следующей зиме. Она определена в сумме 120 миллионов рублей и, по мнению специалистов, позволит подвести объекты тепловодоснабжения к началу холодов в максимальной готовности. Ремонтную программу я сейчас утвердил. Она составляет 120 миллионов рублей. Это только по МУПу по нашему. Прошлый сезон нам показал достаточно серьезную ситуацию с теплоснабжением города Томот. Мы над этим работаем однозначно. Я думаю, что и организация, которая занимается теплом в Томоте, она должна сделать все для того, чтобы у нас не повторилась зима 25-26. Она была достаточно холодная, она достаточно была холодна в квартирах у жителей города Томот. Летняя ремонтная программа предусматривает комплексный подход. Там, где необходимо будет заменено котельное оборудование и силовые агрегаты. Не останутся без внимания теплосети и, как говорят, на некоторых объектах проведут косметический ремонт. Мы уже сделали ремонт котлов по Синегорью, сейчас ведем ремонт котлов по Алексеевску, оборудование ремонтируем. Также у нас помимо котлов пришло тяго-дутьевое оборудование, уже на ряде котельных заменили дымососы. Готовимся к ремонту крыш котельных и все, что где-то поизносилось, все мы в этом году восстановим. Проводя техническое перевооружение, МУП ТЭС уже сегодня берет в расчет перспективу обеспечения населенных пунктов природным газом и, как следствие, переход на газовое котельное оборудование. Что касается Алдана, я считаю, что если не в 2026 году, то в 2027 году точно мы газ сможем подать. Хотя, еще раз говорю, мы при правильной соответствующей работе уже даже в 2026 году можем на территории Алданского района в населенные пункты газ завести. Снижение зависимости от региональных структур в процессе подготовки к проведению отопительного сезона позволяет Алданскому теплоэнергосервису оперативно решать производственные вопросы. Главное, чтобы без задержки поступали субвенции и дотации на приобретение топлива, а местные потребители вовремя рассчитывались за предоставленное тепло. Источником для финансирования ремонтной программы в том числе является и наша сбытовая деятельность. Поэтому обращаю внимание всех организаций, в том числе преимущественно, наверное, юридических лиц, о том, чтобы они не копили дебиторскую, свою кредиторскую задолженность перед нами, а вносили ее своевременно, надлежащим образом, потому что это все идет во благо всех наших жителей по итогу. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Если вашего бизнеса нет в интернете, значит вас нет в бизнесе. Слова Билла Гейтса, сказанные еще на заре технологического бума, подтвердились в 21 веке. И касается это не только предпринимателей. В виртуальный формат ушло все от развлечений до образования. Исключением не стала и медицина. Как цифровизация меняет жизнь и врачей, и пациентов в Якутии, расскажем в следующем сюжете. На часах 9 утра, а в регистратуре пусто. И все благодаря этому кирпичику. Зачем приходить в поликлинику, если записаться на прием можно в один клик? И для этого есть разные способы.
О госуслугах знают все, но якутские специалисты придумали еще несколько удобных инструментов. С помощью чат-бота «Мое здоровье» в мессенджере Макс можно и запланировать визит к доктору, и дистанционно закрыть больничный лист. Второй путь – перейти на региональный портал «К врачу», где помимо всех перечисленных функций можно еще и просмотреть историю приемов ближайших родственников, супруга и детей. Теперь и бумажные медицинские карты – пережиток прошлого. Практически вся документация ведется электронно. Информация в цифре есть о каждом якутянине. И посмотреть профиль может не только участковый терапевт, но и специалист в любой точке республики. Для врача это прежде всего больше внимания пациенту. Карта позволяет доктору вести документацию прямо на приеме, не тратя время на ручное заполнение бумажной карты. Это экономит время и избавляет от заполнения бумажной карты. Пациент, в свою очередь, может ознакомиться со всеми назначениями и точными дозировками лекарств прямо на госуслугах. Интернету нипочем и тундра, и тайга, что как нельзя кстати в самом большом регионе страны. Жители глубинок оперативно получают заключение в ходе телеконсультаций. Преимущества технологий оценили и сами медики. На виртуальном консилиуме легко обменяться мнениями с коллегами. Такой метод, например, практикуют в кардиоцентре. Еще мы работаем с бригадой скорой помощи, тоже описание сделаем и заключение сразу говорим, какие нарушения там ритма, проводимости, и то же самое передаем нашим коллегам. К 2030 году якутская медицина ставит перед собой амбициозную задачу – полностью перейти на цифровой формат. В систему планируют интегрировать дистанционный мониторинг здоровья. Пациент, сидя дома, может передавать свои данные по сахарному диабету и также по артериальному давлению, чтобы это попало в систему, и врач уже предварительно мог смотреть. Весь накопленный массив информации не теряет актуальности после визита к доктору. Прямо сейчас в центре эти сведения анализируют. Затем результаты исследований помогут улучшить качество медуслуг в Якутии. Кстати, для этих целей используют искусственный интеллект. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Всю неделю в Нерюнгри работала мобильная бригада офтальмологов. Врачи проводят операции по удалению катаракты. Это уже 4-й приезд специалистов в столицу Южной Якутии для оказания высокотехнологичной медицинской помощи местным жителям. Слегка на единичку видно, набираете голову. Ну это уже чересчур единичку. Не, ну, вы смотрите 80%, из коррекции слегка единичку вы смотрите. Слегка единичку с коррекцией. С коррекцией. А так 80% тоже очень хорошо. Очень хорошо. Уже в 4-й раз в этом году прибывает бригада мобильных офтальмологов, чья миссия – вернуть ясный взгляд жителям Нерюнгри. В этот раз прооперировано 70 катаракт с города Нерюнгри, 16 катаракт с поселка Чульман. Также было 2 с Йенгры, 1 с Тамота. Также помимо катаракт было выполнено интравитральное введение гиперангиогенеза с такими заболеваниями, как диабет, макулярная дегенерация возрастная. Таких пациентов было 16 человек. Николай Осипов заметил, что стал хуже видеть. Сразу обратился в офтальмологический центр. После проведения необходимого обследования пациенту провели операцию по удалению катаракты, которая заняла не более 20 минут. Уколы там сделали, посмотрели, все. Давление проверили на все. Хирург тоже замечательный. Сделали, как говорится, спокойно, красиво. Ваши ощущения до операции, после, есть разница? Конечно. Земля и небо. Состав мобильной бригады – это врач-офтальмолог и медицинская сестра, которые работают совместно с нерюнгринскими специалистами. Вниз. Все хорошо. Все, да? Угу. Можно домой, да? Да, домой приходите, сразу капли закапываете, повязку обратно прикрепляем. Подождите, повязку обратно прикрепляем. Спим с повязкой, завтра приходим на повторный осмотр к 10 часам. Все операции выполняются бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Сейчас открытие в Нерюнгри офтальмологического центра и появление бригады мобильных офтальмологов для многих стало настоящим спасением. Все нуждающиеся получили максимальную доступность к процедуре. Жители города и поселков, многие из которых годами ждали возможности избавиться от недуга, встречают врачей с огромной радостью и надеждой. Я здесь обратилась, мне это сказали катаракта, оба глаза. Раньше я сделала это дело,
потом вчера правда. А сейчас вообще светло, хорошо. Коварные заболевания часто становятся причиной потери зрения. Но врачи справляются даже со сложными случаями. Были сложные случаи. Одну пациентку мы взяли с набухающей катарактой. Ввиду того, что в целом это возрастная пациентка, тяжело было ехать на стационар, на оперативное лечение, так как такие случаи оперируются в стационаре. Ввиду таких моментов, что она не может поехать на госпитализацию, ее взяли здесь на месте. Но пациентка была успешно прооперирована. До этого у нее зрение было только светоощущение, то есть видела только свет и больше ничего. После операции зрение сейчас у нее 30%, и зрение с каждым днем будет увеличиваться. Операции проводятся с использованием современных технологий, являются малоинвазивными и позволяют пациентам восстанавливаться в кратчайшие сроки. После вмешательства, которое проводится под местной анестезией, люди могут не только вернуть привычную остроту зрения, но и снова наслаждаться всеми красками жизни. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Якутии с приближением лета стартуют учебные и военно-полевые сборы. В них ежегодно принимают участие ученики 8 и 10 классов, а также студенты СПО по всей республике. Первыми среди них 5-дневные учебные сборы организовали в Якутской кадетской школе. Здесь проходит обучение по основам военной подготовки. Кадеты изучат размещение и быт военнослужащих на поле и организации караула, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов пройдут и мероприятия по военно-профессиональной ориентации. Российской Федерации и Республики Саха. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В республике завершается подготовка к проведению единого государственного экзамена. В этом году итоговую аттестацию пройдут более 8200 выпускников. О том, как школьники готовятся к одному из самых ответственных этапов жизни, в сюжете далее. До старта экзаменационной кампании остаются считанные недели. Для 11-классников Арылхана Алексеева и Давида Черникова это время особенно волнительное. Они учатся в физико-математическом классе Республиканского лицея-интерната. Я в этом году сдаю русский, профильную математику и физику. Я хочу сдать суммарно на 260 баллов и больше. Я хочу поступить в Москву или в Казань по направлению робототехника и мехатроника и в дальнейшем работать по этой отрасли. Всего из лицея в этом году выпускаются 139 учеников. Выпускники активно готовятся к экзаменам, ежедневно решают задания и повторяют сложные темы вместе с учителями. Впереди итоговые испытания, от которых зависит поступление в вузы. В этом году я сдаю из выборочных предметов это физику и информатику, так как у нас лучшие учителя республики, то у нас подготовка идет очень хорошо. Я думаю, что мы достаточно хорошо готовы к экзаменам. Я хочу поступить в вузы в города Москва либо Казани, но самый большой приоритет лежит в Казанском федеральном университете. В этом году в республике откроют 231 пункт проведения экзаменов. В организации примут участие более 7000 специалистов, организаторы, общественные наблюдатели и технические сотрудники. В последние годы постарались закупиться хорошим оборудованием, новым, которое пока еще не изношено, и обеспечиваем работоспособность. Соответственно, у нас есть 9 аудиторий, и в каждой аудитории должен стоять как минимум принтер и компьютер, и их работоспособность должна быть просто безупречна. Самым популярным предметом по выбору остается профильная математика, следом обществознание и биология, которую будут сдавать около 1400 человек, что больше, чем в прошлом году. Информатику и физику выбрали более 2300 школьников. Экзамены начнутся в начале июня. Первыми выпускники сдадут литературу, историю и химию. 4 июня состоится экзамен по русскому языку, а 8 июня по математике. Резервные дни у нас начинаются с 19 июня и по 9 июля, 8 и 9 июля по поручению нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 24 года они начинаются 8 и 9 июля.
Итоги ЕГЭ станут известны после проверки работы и обработки результатов. Выпускники, набравшие 100 баллов, получают единовременную премию главы республики в размере 100 тысяч рублей. Даяна Федорова, Екатерина Аммосова, Семен Семенов, Якутск. С 4 июня в Мирнинском районе стартует летняя кампания по организации отдыха и оздоровления школьников. В этом году планируется охватить около 4000 детей, предоставляя им возможность провести каникулы интересно и с пользой. Для этого на базе образовательных учреждений района созданы разноплановые площадки, готовые принять юных жителей. Программа летнего отдыха обещает быть насыщенной и разнообразной. Школьники смогут выбрать занятия по душе. От профильных лагерей, где можно углубить знания в интересующей области, до лагерей дневного пребывания, предлагающих активные игры, экскурсии, творческие мастер-классы. Наши лагеря будут работать по направлениям, таким как оздоровительное, спортивное направление, лингвистическое, туристическое, военно-спортивное и другие направления. Всего охват наших детей количеством путевок составит 3865. Также планируется выезд на Черноморское побережье наших детей. По линии компании выйдут 120 детей, и спортивная школа вывезет 56 воспитанников на Черноморское побережье. В Ленске с успехом прошел конкурс «Выставка юных предпринимателей». Она стала итогом работы внеурочной деятельности педагогов и учеников. На прилавках юных предпринимателей можно было увидеть разнообразную продукцию. Оказывается, у молодежи есть большой творческий потенциал. Все, что сегодня представлено на прилавках юных предпринимателей, выполнено исключительно их руками. В течение всего года участники конкурса посещали творческие кружки, занимались внеурочной деятельностью с педагогами. Итогом их труда стали сотни работ, представленных на конкурсе. Мы готовились к этому мероприятию достаточно долго. И, конечно же, они составляли свои бизнес-планы, проекты, изготавливали и готовили продукцию. Поэтому я думаю, что мероприятие прошло на ура, и дети останутся довольны, а также их руководители и родители. Защищают они достаточно хорошо, потому что они знают, они делали это сами. Вязаные игрушки, восковые свечи, ручной работы, картины, магниты. И это далеко не весь перечень представленной продукции. Тут же огромное количество дамских украшений на любой вкус, даже самый изысканный. Их девчонки изготавливают во время внеурочной деятельности с художником и руководителем студии «Кастом». У меня есть крабики с якутскими орнаментами, резиночки для детей и не только. Есть брошки и брелочки. Был представлен большой выбор изделий из дерева. Их презентовали воспитанники кружка у папы Карла. Делаем изделия из фанеры, древесины. Еще у нас есть брелки, подставка под горячее, подставка под телефон, игрушечные ножи, топоры. Я делал нож, получается, игрушечный, обрабатывал его. Были на ярмарке и калифорнийские черви. Их выведением занимаются ученики первой школы. Червями и рассадой. Мы выращиваем это все в нашей оранжерее, в подвале. Также ребята специально для конкурса приготовили новый продукт – вермичай. И его презентовали весьма впечатляющим. Жидкий биогумус. Для его приготовления берется вода, стоявшая 3 дня, либо она из-под дождя, либо из-под снега. С биогумусом смешивается. До добавления сахара перемешивается очень тщательно. Молекула остается 1 день, и он готов для рассады, чтобы она выросла. Вот все это у нас благодаря вермичаю выросло за 2 недели. Ленчане с удовольствием приобретали продукцию юных предпринимателей. Сегодня вот на ярмарку все смотрю, дети все хорошо так делают, оказывается, умелые руки золотые. Вот я купила специально очищение дома. Вот я это куплю. Тут можно все ценности сохранить, положить. Пусть часто проводят такие мероприятия. Молодцы дети. Участники остались довольны итогом конкурса. Им удалось не только показать свои творческие способности, но и получить финансовое вознаграждение. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
Более 20 уникальных объектов было обнаружено в ходе подводной исследовательской экспедиции акватории реки Индигирки. Команде из 6 человек под руководством инструктора Всемирной конференции подводной деятельности Романа Бабашко предстояло обследовать территорию возле поселка Чукурдах на площади более чем 550 тысяч квадратных метров. Если работы по исследованию дна реки проводились с 18 апреля по 13 мая, то подготовка к погружениям длилась почти 3 месяца. За это время они совершили более 140 погружений. Дайверами на берег были подняты голова древнего бизона, кости и фрагменты бивней, а также зубов мамонта. У нас уже вторая экспедиция в этом году была. В 2025 году была первая Махтал-Моз. То есть мы получили информацию, что здесь, в Якутии, в районе реки Индигирка, в ее акватории находят достаточно много палеонтологических каких-то находок. То есть мы смотрели там фотографии, общались с какими-то людьми. Они говорят, почему вам не приехать, не попробовать, посмотреть, самим лично не принять участие. Мы организовали первую экспедицию в 2025 году. То есть приехали в Якутск, прилетели, потом улетели в Чукурдах и там уже разбили базу. Аллею единства посадили в Якутске. Ученики школы номер 30 с учащимися из Бурятии вместе засадили двор саженцами молодых деревьев. Группа ребят из Кехтинского района Бурятии посетили школу в рамках всероссийского проекта «Дружба классами». Так, в прошлом году ученики 8 Д класса также побывали в Бурятии. Мероприятие прошло в рамках школьного проекта «Марафон культур народов России», благодаря которому дети узнают о традициях и истории разных народов страны. Первое дерево в аллее посадили министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев, депутат Якутской городской думы Сырглана Васильева и директор школы Ирина Бурцева. Видим то, что ребятам все нравится, знакомимся, обмениваемся культурой и надеемся, что вот такой проект будет расширяться и не только с Бурятией будет, но и с другими регионами. Пока все показывает себя очень хорошо. Призываю другие школы, другие образовательные учреждения тоже участвовать в этом проекте и, конечно же, стараться, чтобы детям нашим студентам и детям было интересно, и из других регионов тоже. Танец, спорт, весна. Под таким лозунгом в столице республики прошел республиканский фестиваль по танцевальному спорту. Участие в мероприятии приняли как спортсмены и пары различной возрастной категории, так и гранд-сеньоры от 60 до 75 лет. Всего фестиваль собрал 485 танцоров из 11 клубов. При этом гвоздем программы стало показательное выступление абсолютных чемпионов Европы Дениса Санникова и Аллы Захаровой из Москвы. Сюда, в Якутии, их привезла тренер чемпионов, судья международной категории Дина Ходос. Как отметили ребята, для них участие в якутском фестивале – это прежде всего опыт. Какие-то новые эмоции, потому что мы уже здесь первый раз, и поэтому что-то новое почувствовать, какой здесь паркет, какая здесь атмосфера, все новое, в общем. Чтобы нас увидели добрые люди, мы им понравились, показать, как мы работаем, нашу работу наших тренеров. Прекрасные соревнования, организовано все на высшем уровне, великолепный зал, свет, паркет, большие молодцы. Республика Саха-Якутия очень постаралась. Действительно событие значимое, большое, красивое, и мы желаем только развития. Сам фестиваль состоялся уже в 3-й раз. Мероприятие традиционно проходит в 2 категориях – массовый спорт и спорт высших достижений. Отличие заключается в опыте спортсменов. К примеру, последняя категория – это площадка для танцоров, чьи мастерство и профессионализм служат примером для остальных участников фестиваля. При этом, как отметила президент Союза танцевального спорта Республики Людмила Николаева, сегодня в их базе насчитывается 250 уникальных танцоров, из которых половина занимается спортом высших достижений. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.